Более 11 тысяч жалоб на ненадлежащую работу управляющих организаций поступило в службу Стройжилтехнадзора за 2020 год. Исполняющий обязанности руководителя ведомства Роман Шашев в рамках проекта «Час министрам» по поручению главы региона Владимира Уйба отчитался по итогам работы за прошлый год, рассказал о деятельности службы и ответил на вопросы общественников. Некоторые из них касались долгостроя по улице Стахановской. Александр Карепин расскажет подробнее. Только за прошлый год главным государственным органом жилищного надзора республики было проведено 1042 внеплановые проверки. 521 организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа. В настоящий момент ведомство активно выявляет управляющие организации, которые допускают грубые нарушения лицензионных требований. Так, в сентябре 2020-го ООО «ИИЦ по ЖКХ» просрочила оплату услуг ресурсоснабжающей организации. 26 домов исключили из реестра лицензий. В настоящее время ведется работа по лишению данной управляющей компании лицензии, так как данный вопрос решается только на основании судебного решения. В целях для того, чтобы дома, которые были исключены из реестра лицензий, не остались без управления, администрацией города Сыктывкара оперативно были приняты меры по назначению временных управляющих компаний на исключенные дома в целях недопущения срыва отопительного периода и недопущения нарушения прав граждан на предоставление жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Аналогичные нарушения были выявлены в ходе проверки еще 4 управляющих организаций. Затронул на встрече с общественниками Роман Шашев и вопрос по проблемной стройке многоквартирного дома по улице Стахановской. Возводить жилое здание в Сыктывкарском микрорайоне Лесозавод ООО «Вега» начала еще в 2016 году. Однако завершить работу компания так и не смогла, прекратив строительство в 2019. 103 дольщика остались без жилья. Сейчас формируется реестр кредиторов, на сегодня включено 93 кредитора. Ведется работа Минстроем совместно с конкурсным управляющими администрациями по актуализации разрешения на строительство, так как имеются разночтения между проектной документацией и разрешением на строительство в части площадных и объемных характеристик здания. И после этого уже будет приниматься уже решение о выборе организации, которая займется достройкой. На 11 мая назначена встреча кредиторов с конкурсным управляющим для определения направления дальнейших действий по передаче объекта в Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства. По словам Романа Шашева, дальнейшая судьба дома станет более ясной только после собрания. Александр Карепин, Олег Костромин, телеканал Юрган.